Информационная служба «Осетия ТВ». Главные темы выпуска. Северная Осетия планирует и дальше поддерживать отрасли экономики, особенно в агропромышленном комплексе. Об этом на антикризисном заседании заявил глава республики Таймураз Мамсуров. Во Владикавказе продолжается активная подготовка к 70-летию Победы. Ветераны будут активно участвовать во всех публичных мероприятиях. В Северной Осетии открыли клуб смешанных единоборств. Теперь грэпплингу, бразильскому джиу-джитсу и ММА в Осетии будет обучать специально приглашенный тренер из Бразилии Гомес де Соуза. Подробнее в материале Земфиры Лолаевой. Эти и другие темы далее подробно. Уточнить и внести корректировки в поддержке отраслей экономики, особенно в агропромышленном комплексе и промышленности. Об этом на антикризисном заседании заявил глава республики Таймураз Мамсуров. Он отметил, что важно не сворачивать строительство так называемого доступного жилья для бюджетников. Кроме того, глава обозначил, цены на товары, продукты и услуги первой необходимости должны быть на ежедневном контроле. Помимо этого, нужно четко выполнять требования президента о повышении эффективности бюджетных расходов. Начиная даже с индивидуального предпринимателя, кто чем занимается. Это не значит, что всех обложить налогами. Это значит, что кого-то может даже вообще освободить от налогов. Но чтобы он обеспечивал хотя бы 1-2 рабочих места. И чтобы платил в открытую зарплату. И тогда мы хотя бы подоходный налог получим. То есть, ребята дорогие, поработайте с налоговой, поработайте с отраслевыми министрами. И давайте посмотрим, какие есть источники. Нам не надо ждать крупные потоки денег, они не будут. В свою очередь, председатель правительства Сергей Такоев отметил, что по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности выбраны наиболее важные направления. Это активизация экономического роста, обеспечение социальной стабильности. Кроме того, пояснил он, уже сегодня приняты меры по антикризисной поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Земфира Лолаева, Рая Дзантьева, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ. Патриотизм, честь, долг. Эти слова чаще других звучали на заседании городского совета ветеранов. На собрании подвели итоги минувшего года и обозначили основные направления работы в текущем. Особое внимание будет уделяться подготовке празднования 70-летнего юбилея Победы. Ветераны активно участвуют во всех публичных мероприятиях. Также обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи. Основная задача Совета ветеранов – помогать людям преклонного возраста, ведь им очень сложно самостоятельно справиться с проблемами. Центры социального обслуживания поддерживают пенсионеров, оказывая медицинские, бытовые, правовые и другие услуги. Согласно существующих законов, устава всероссийского, и какие вопросы возникают в течение года. Предусмотреть все вопросы сложно, а так в работе мы обязательно намечаем одно мероприятие по воспитательной работе, одно мероприятие по работе с комиссиями и комитетами, которые имеются при ветеранской организации. И основная работа как основа с первичными организациями. В здании Дома правительства прошло очередное заседание правительственной комиссии Северной Осетии по безопасности дорожного движения. Первый и самый главный вопрос о состоянии аварийности в республике и мерах безопасности на дорогах. По итогам прошлого года на территории республики зарегистрировано 797 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 143 и получили ранения более 1000 человек. Такие данные озвучили на заседании профильной городской комиссии. По всем показателям количество ДТП уменьшилось. Обсудили и безопасность пассажирских перевозок. Прежде всего, это предельный возраст пассажирскому транспорту. Количество новых таких машин в республике составляет всего 3%. По словам самих водителей, данная проблема не может быть решена из-за отсутствия материальных средств. Что касается медицины и катастроф, то по заявлению Селиванова были приобретены 2 машины скорой помощи. А председатель правительственной комиссии Виталий Зангионов отметил, что должна быть культура езды. Мы немножко поменяем алгоритм профилактики нарушений правил дорожного движения. И помимо того, что будет работать ГИБДД, помимо того, что будет работать система АСПДД, мы будем привлекать добровольцев, мы будем создавать структуру общественную, куда войдут представители гражданского общества, сотрудники СМИ, добровольные сотрудники ГИБДД,
значит, которые будут выходить на дежурство, которые будут работать по программам «Стоп-Хам» и так далее, и так далее, и так далее. Поговорили и о горских маршрутах, направление которых происходит за пределами республики, например, Цей или Цхинвал. Упомянули и о страховых компаниях. При грубых нарушениях всего-навсего лишать лицензии на определенный срок. А причины аварий следующие: превышение скорости, выезды на встречную полосу, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Рая Дзантьева, Зараса Багаева, Тома Валиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Повышение социально-экономической устойчивости – основная тема межрегионального семинара. Северный Кавказ как проблемная зона экономической и социальной незащищенности. Эксперты Всемирного банка представили результаты исследований на эту тему и определили пути решения выявленных проблем. В дискуссии приняли участие представители органов власти, академическое и экспертное сообщество. Обсудили программу местных инициатив, которая уже несколько лет применяется в Ставропольском крае. Рассмотрели как уже реализуемые проекты, так и новые идеи. Мы хотели бы поделиться как международным опытом, так и российским опытом в реализации инициатив, связанных с открытыми государственными данными и перспективами использования открытых данных в целях повышения степени доверия между властью и обществом, повышению той самой социальной устойчивости, которая является лейтмотивом нашего сегодняшнего семинара, и, наконец, перспективам использования открытых данных для развития бизнеса, для развития предпринимательства в регионах Северного Кавказа. Сегодня принято инвестировать и делать основную ставку на образование. Специалисты подчеркнули, что развитие дошкольного образования наиболее приоритетное для Северной Осетии. Участники семинара пришли к выводу: необходимо создавать условия для стабилизации социально-экономической ситуации на Кавказе. Ирина Дзабаева, Тома Валиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Грэпплинг, бразильское джиу-джитсу и ММА. В Северной Осетии открыли спортивный клуб «Камарао». Первоочередная задача школы – гармоничное развитие личности, как физическое, так и духовное. Занятия будут проводиться по специальной бестравматичной методике, разработанной Союзом ММА. Этот вид спорта приживется в Владикавказе. В нашей республике, слава богу, базовые виды спорта для этого вида у нас развиты. Это борьба, это бокс, это дзюдо. Так что успехов всем, которые занимаются этим делом. Отличительная особенность «Камарао» – тренерский состав, собранный из титулованных спортсменов. Он обладатель черного пояса по джиу-джитсу, бронзовый призер бразильского турнира профессионалов, 4-кратный чемпион штата Параибу. У тренера есть своя школа бразильского джиу-джитсу. Здесь в основном занимаются дети из малообеспеченных семей. O objetivo que a Ludus Jiu-Jitsu Team me trouxe. Здесь, во Владикавказе, передо мной стоит одна цель – вырастить великих чемпионов. В Бразилии, в моем родном городе Ресифи, у меня есть своя школа, где я преподаю для детей, мужчин и женщин. И здесь я бы хотел сделать то же самое. Я хочу, чтобы джиу-джитсу стало очень популярным видом спорта. В клубе оборудованы отдельные зоны для борьбы, для отработки бросковой и ударной техники бойцов. В школе «Камарао» есть полноценный октагонг, пока что единственный в своем роде. Первая опробовать клетку и продемонстрировать свои навыки удостоилась боец UFC Милана Дудиева. Спортсменка уверена, подобные школы только на пользу республике. Хотелось бы, чтобы у нас тоже маленькие дети, которые подрастают, чтобы по путям нашим, чтобы добивались, стремились, чтобы мы тоже, буду старушкой, чтобы я могла сидеть и за телевизором наблюдать, как наша молодежь процветает. Такое начало – серьезная заявка на лидерство среди других школ для североостинских чемпионов. Занятия в спортивном клубе начнутся уже 2 марта. На просмотр к тренерскому составу могут прийти все желающие. Земфира Лулаева, Тома Валиева, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Не так давно осетинская теннисистка Ольга Байкулова вернулась из Америки, где играла за университет штата Мэриленд в городе Балтимор. Наша спортсменка была первым номером в команде, но из-за травмы, а потом операции на оба колена и пришлось вернуться на родину. Правда, восстановилась Ольга довольно быстро и уже через полгода показала блестящий результат. Она первый мастер спорта России по теннису среди женщин в Северной Осетии и СКФО. У нас наконец-то появился первый мастер спорта, это девушка в республике, и на Северном Кавказе это такое первое значимое достижение. То есть игрок 50 в мире по женщинам готовый практически, но
все будет зависеть только от финансовой стороны медали. Соревнования прошли в Олимпийском парке в Сочи и собрали 85 лучших спортсменов со всей страны. 19-летняя теннисистка дважды подтвердила звание мастера спорта, завоевав женское золото в одиночном и парном разрядах. В итоге Ольга – единственная девушка в республике, которая удостоилась этого почетного звания. По словам чемпионки, результат оправдал 12 лет упорного труда. Впечатления остались самые приятные, так как я долго шла к этому. Все-таки мастер спорта, он дается не так легко. Было очень приятно вообще поучаствовать в этом турнире, так как были очень хорошие спортсмены с разных городов. И я получила массу удовольствия. У Ольги есть все шансы попасть в список Мировой женской теннисной ассоциации. Правда, для этого нужны не только упорные тренировки, но и крупные финансовые вложения. Сейчас тренеры надеются на поддержку республиканского правительства. В ближайшее время они обратятся к руководству Северной Осетии и ждут исключительно положительных результатов. Тамила Хамицаева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.